Хаюшки всем! Сегодня хайпуем, так как я записал гайд для вас по Ферал Друиду. После этого видео я гарантирую, что любая полторашка возьмет свои заветные 2000 рита на арене в 2 на 2. Готовы? Ну тогда погнали. Оглавление. Первое – шмот. Статы капы. Второе – ротация и механика. Третье – билд. Четвертое – секреты, фишки и тактика. Пятое – связки и сетапы. Без шмот. Это 4 из 5 сета 8. И 1 Т10 Г шапка или плечи. Нон-сеты берем без ПВЕ. Трынка у нас должна быть ясен хуй чешка. Пушка с лича, идол на 200 агилы. Ну и конечно же медальон Альянса или Орды. Сакеты и чарки. Шапка. Берем 50 АП и 20 реса. Плечи. Берем 40 АП и 15 реса. Спинка. Берем 35 пенетра, чтобы попадать циклонами. Грудак. Берем 10 ко всем статам, так как это дает более быстрый реген мана от улучшенного вожака стаи, и неплохой прирост к дамагу за АП. 50 АП. Пушка. Ну тут сейчас начнут все агриться, будто бы я не топ-пацан, ну и похуй. Берем чарку резня, которая нам апает 110 АП. Так как Берс, открою вам секрет, эта чарка дает вам дебаф на 5% урезки вашей брони и нестабильный прок. Кисти. Берем 20 меткости или 20 агилы, если у вас уже есть кап меткости. Штанишки. 40 ресалы и 28 стамы. Ступни. Берем 12 меткости и 12 крита или 16 агилы, если у вас есть кап меткости без чарки. Многие сейчас спросят, а почему брать агилу, а не силу атаки? А я вам скажу, что такое агила для Ферала. Это охуенный деф от уклона, увеличенный отхил от таланта материнский инстинкт, а также агила дает бронь, рейтинг крита, который нам дает двойную серию приемов от таланта изначальное неистоство. Также агила бафается от таланта естественный отбор и улучшенный знак дикой природы. Сакеты берем обычные, если аренем с хилом одеваем, а РП если с ДД агилу. Единственное, что хочу подметить, так это то, что у вас должно быть не меньше 5% меткости, 55 пенетры, и реса не меньше 950, и не больше 1150. Так в чем же все-таки преимущество фекалов? В чем суть? В чем прок? Ну чем он лучше других классов? Но если честно, то Ферал, по моему мнению, это имба ебаная, так как он обладает высокой мобильностью, невосприимчивостью к устрашениям, то есть ко всем фирам защит Берсы. Паладины не могут дать вам саб-форму, лог заседактить, маги зашибать, шаманы дать хекс защит формы. Да и стопнуть его будет просто нереально, так Ферал делает решифт формы с помощью одного ебаного макроса. Обладает ебанутым дамагом, шикарным контролем, который невозможно сдиспелить или снять, кроме как трынки. Я переиграл за все классы, и по уровню имбовости может сравнить с рыцарь смерти. Только отличие Дикей и Ферала в том, что Ферал это сложный класс и ебаное пианино. Перейдем к ротации. Ротация за Ферала – это вам не ретрик и не ДК с 5 клавишами, которые жмутся просто по КД. Нужно тщательно следить за дебафами и бафами и умением их поддерживать. А основным нашим ресурсом является энергия, так что нажимать что попало и выдавать хороший дамаг не получится. Первый дебаф – это увечье, которое апает нам дамаг от кровоточек на 30%. И висит на нашей цели 1 минуту. Затем мы следим за таким дебафом, как глубокая рана, которая висит на цели 9 секунд и апает дамаг от следующей способности и полоснуть на 1,5 раза. Способность полоснуть требует находиться за спиной противника, как и удар у сапроги, удар в спину.
Но если случается так, что противник не дает нам свою попку, тогда набираем комбо через увечье. Также нам нужно сбрасывать 5 комбо-поинтов на способность разорвать, которая висит на цели 16 секунд. Стараемся этот дебаф всегда поддерживать по КД. По механике напоминает роговскую способность рваная рана. После открытия своего противника сразу жмем Дикий Рев, который апает наш дамаг на 30%. Длительность этого бафа зависит от количества набранных комбо-поинтов. То есть набираем такое количество комбо, чтобы время Дикого Рева хватило на убийство цели. К примеру, если это сладкая булочка с 25 тысячами хп, жмем сразу после стана. А если жесткий латник, жмем на не меньше чем на 3 комбо-поинтах. Эту способность нужно поддерживать на себе абсолютно всегда. Ах, ну да, вы спросите, чем выписывать пацанам ваншот? Где-то способность, которая просто взрывает всем купаны. Ну так вот, эта способность называется свирепый укус, который может критануть по тряпкам на 15-17 тысяч хп. Суть этого спела в том, что нам нужно держать на себе Дикий Рев и на цели глубокую рану. Вы спросите, а зачем глубокую рану держать перед свирепым ударом? В этом собственной фишка, про которую мало кто знает. Глубокая рана апает крит удар от свирепого укуса на 5%, и не забывайте, перед свирепым ударом держите Дикий Рев и 5 комбо-поинтов на свирепые 60 энергии для макс-дамага. Так как чем больше у вас энергии, тем больше дамажит свирепый укус. Также вы можете кинуть волшебный огонь, когда нету энергии на удары. Думаю, для тех, кто играет за сапрогу, освоить такой класс как Ферал Друид будет несложно, так как механика очень напоминает рогу. Шаг сквозь тень — это звериная атака, кровоизлияние — это увечье, полоснуть — это удар в спину. Дикий Рев — это мясорубка, наскок — это чипшот, калечение — это кидни, и так дальше. Также не забываем, что после сброса 5 комбо-поинтов мы можем произнести любое заклинание без применения каста в течение 6 секунд. Это может быть любая хилка или контроль. Перейдем к билду. Количество билдов у Ферала просто зашкаливает. Можно делать билд буквально против каждого класса. По сути, если сделать билд под противника и шмот подбить в определенное русло, то можно убивать любой класс и любой спек. Но я не пидор, я так не делаю. У меня стоит самый сбалансированный для игр в 2 дамагера на арене. Итак, заценим мой билд. И да, я буду акцентировать свое внимание только на тех талантах, которые часто не вкачивают или качают, но не на фул. Погнали. Звериная агрессия увеличивает урон от нашего псевдо-киллшота на 15%. Улучшенный знак дикой природы увеличивает бонусы к бафу от лапки на 40% и увеличивает все наши статы на 2%. Этот тал очень много долбоебов не качают по непонятной для меня причине. Свирепость после входа в мишку дает нам 100% вероятность получить 10 ярости. Очень хороший тал для сбива каста по фокусу в экстремном случае. Знамение ясности дает нам прок ясность мысли, который очень часто прокает при любых действиях на арене и дает нам использование способности без затраты энергии и маны. Шикарный талант. Изначальная стойкость уменьшает длительность фиров на 30% и уменьшает получаемый урон в станах тоже на 30%. Я вбросил 2 таланта для того, чтобы меня рога не ресапнул после фира, не ваншотнули за чипшот в кошке. Не прокачал на фул, ибо стан мы трынкуем, а из фиров выходим берсой. Если вы играете с хилом в 2 на 2, тогда не качаем улучшенный знак дикой природы, а вкачиваем 1 талант в прирожденный оборотень и 1 талант добиваем в изначальную стойкость.
Перейдем к топ-связкам играбельным для фекала на арене в 2 на 2. Буду говорить только про сетапы в Double DD, ибо играть в 2016 году с хилом это гистово. Изи Хули. На первом месте Hunt и Ферал. Сбалансированный сетап, самый шикарный сетап для Ферала. Общих диминишингов нету. Бесконечный контроль. Скаттер трап и циклон по хилу. А после циклон по ДД, захиливаемся, и снова скаттер трап, циклон по хилу. И так можно бесконечно. Изи Хули сяка. На втором месте Ферал Рога, без комментов стелс клифф, просто ваншот таргета за сап. На третьем месте Ретрик и Ферал, пидорство полное. Шикарный дев друг друга. Под крылья сакры можно зергать один таргет за циклон. На четвертом месте протовар Ферал, рандомная хуйня. Дамаг у этого сетапа настолько большой при фулгире, что у пацанов бомбит пукан. И пишут вам в ПМ, что вы тупой, ну и нихуя не умеете, кроме как зергать за чипшот. На пятом месте Шапе Ферал, шикарный сетап, но есть траблы с маной в долгих боях. На этом, пожалуй, все. Если кому будет интересно, запилю вторую часть по гайду, с макросами и вырезками с арены и комментами про действия на ней. Все, писюнчики, пока, бебешечка всем. И пусть флайтайм всегда будет на вашей стороне. Удачи!